всех приветствую. Сегодня сотрудники, профсоюз обратился, собрав 90 подписей, около 90 подписей моих сотрудников, и обратился жалобой на то, чтобы снять Алиева Рамиза. В общем, там несколько пунктов, сейчас остановимся. В письме говорится, Алиев Рамиз игнорированием мнения трудового коллектива объявил выговора более 30 сотрудникам абонентской службы. При этом не учтен 15-20-летний стаж и большой вклад в этих сотрудников в развитие компании. Так, абонентская служба. Ребята, вы знаете, что такое абонентская служба? Абонентская служба, их 67 человек было на тот момент, сейчас с привлечением Октябрьского района около 85 человек. Это 85 человек тех лиц, которые создают доходообразующую часть Тазалыка. То есть это те инспектора, которые ходят по улицам и с каждой кафешкой, с каждым магазином, с каждым СТО заключают договор. Говорят, вы должны платить Тазалыку, разносят квитанции. Это и есть абонентская служба. Так, теперь, когда я пришел, я начал реформу с абонентской службы, потому что доход Тазалыка, к сожалению, был, месячный доход Тазалыка был где-то около 20 миллионов сомов, а расходы были около 30 миллионов сомов. 10 миллионов минус, около 10, я вот все около говорю цифры, потому что это будет слишком долго. 10 миллионов только был минус. Я понимал, что расходы сократить очень сложно. Я еще и производство до конца не понимал на тот момент. Мне нужно было доходы поднять. Вот я вызываю 65 человек, 67 человек, вызываю и говорю, ребята, так не пойдет. У нас много кафешек, которые нам не платят, много есть СТОшек, хозяйственные субъекты их назовем. Давайте что-нибудь будем делать. В общем, одну из моих мер, которую я предложил ротацию, сделать ротацию сотрудников. Не пойдет. Один сотрудник, ротацию знаю, налоговики поймут, о чем я говорю. Ротация сотрудников – нормальное явление. То есть один человек, вот представьте себе, я инспектор, я работаю 5 лет на одном и том же участке. Проспект Чуй-Мой. Да я каждую кафешку знаю. Половина кафешек я образно говорю. Половина кафешек я на отметку там пересажал всех. Конечно, это коррупционная схема. Это один из факторов. Я в программу развития, я сразу разработал программу развития МБ Тазалык на 23 год. Я сказал, надо сразу менять, делать ротацию, а некоторых сотрудников просто увольнять. И вот когда пошел разбор, знаете, с февраля месяца нам новый тариф дали. 10 тысяч хозсубъектов есть в Тазалыке. 10 тысяч хозсубъектов нужно было заново перезаключить договора. И что вы думаете? Один инспектор в день заключал 0,5 договоров. Даже в одну точку он не ходил. В одну точку даже инспектор не ходил. Есть протокола, я могу показать. И тут я вызываю, провожу большое совещание, и на этом совещании раздаю 30 выговоров. Что вы думаете? На утро после этого совещания, после этого протокольного совещания, в 6 раз увеличилось количество составляемых договоров. 6 раз. На сегодняшний день доход, правда там тариф увеличился еще, это тоже вот надо отнять, доход Тазалыка составляет около 43 миллионов сомов. Правда говорю, с учетом этого тарифа, а то сейчас некоторые будут говорить, там тариф. Увеличился. На сегодняшний день, после вот этой ротации, после выговоров, 7 человек пришлось уволить. На сегодняшний день 22 тысячи абонентов добавилось в Тазалыке. И 911 хозсубъектов. Представляете, 911 хозсубъектов раньше, которые кафе, СТО, магазины не платили, но были в нашей базе. База Тазалыка на сегодняшний день 540 тысяч человек. 540 тысяч. Да все знают давно, город 1,5 миллиона. Где остальные люди, которые платят Тазалыку? Вот, нету. И вот тут я раздал выговора. Правильно сделал. Сейчас был бы шанс, я бы еще раз раздал бы все выговора. За неполные 3-4 месяца в должность директора Тазалыка Алиев назначил на важные должности около 20 человек из предприятия Кыргыз Темиржолу, в котором он работал, и что мешает плодотворной работе. Кроме того, в управлении, игнорируя этику службы, угрожает, оказывает давление на некоторых сотрудников, женского пола почему-то. Так, по поводу тех Кыргыз Темиржолу. Действительно, я с Кыргыз Темиржолу, наверное, пригласил сюда работать, но коллег, наверное, 7 или 8 человек. 7 или 8 человек я действительно пригласил, никак не 20 человек. Это заместитель, это юрист, водитель мой. Так, кто еще у нас есть? Юрист второй, по-моему. Отдел кадров есть. 7 или 8 человек. Ребята, здесь нормальное явление. Конечно, если я сейчас перейду на другую работу, я из Тазалыка умниц перетащу туда. Я работал в Фимполе, с Фимпола умниц перетаскиваю сюда. К сожалению, половина Фимпола не хочет идти в Тазалык. Так бы я
Так бы заполнил бы тазалык фимполовцами, умницами, которые работают. Не хотят идти сюда. Так, по поводу давления на женский пол, ну, здесь не знаю, здесь, наверное, клевета полная. Это как я могу давить на женского? Может быть, не знаю, это манера общения, моя требовательность, моя... Может быть и так. Так, сотрудники недовольны тем, что директор, не учитывая их мнение, поступившие на новые автомобили, ремонт кабинетов, оргтехника, распределяет только между своими близкими людьми. Принимая их на работу, кадры зачастую не соответствуют критериям и не имеют профессиональности. По поводу ремонтов. Я каждый пункт поставлю. Не делая никакой ремонт. Вот смотрите, коллеги, давайте я вам покажу. Вот мой кабинет. Вот мой кабинет. Вот старое кресло. Вот старый ремонт. Здесь который. Более того, здесь раньше, когда я пришел, была комната отдыха. Вот сюда заходишь, здесь дальше была там спальня, комната отдыха, душевая, мушевая. Ребята, я принципиально, нету места, негде сидеть. Я заложил кирпичами, отдал юротделу. Я вам покажу, отдал. Сейчас там сидит юротдел. Я свой кабинет поделил, потому что им негде это делать. Нет никакого ремонта. Тот кабинет отдал, сейчас там сидит юридический отдел. 4 человека. Я вам фотографии все прикреплю, и чтобы вы это посмотрели. Кроме всех перечисленных фактов, он открыто заявляет, что будет вести чистку в рядах предприятия, приведет еще 20-30 новых сотрудников. Так, по этим фактам, ребята, чистку я и сейчас говорю. И сейчас это меня не остановит. Хоть 1000 обращений будет. Куда бы эти обращения не были, но если человек не работает, если человек не выполняет свои функциональные обязанности, и если это по закону, по факту, почему я не должен делать чистку? Я реформатор, я пришел сделать реформу. Теперь по поводу чипирования. Вы знаете, есть несколько проблем. Первая проблема это были со сливом ГСМ. Как мы ее решили? Слив ГСМ мы везде поставили дуты. Это датчик учета топлива. Все. Как только мы поставили дуты, проблема со сливом. Вот, я укажу. 65 тонн, 62 и 3 тонны там. 65 тонн экономия. Это не потому, что кто-то боится меня или мою команду или что-то. Это потому, что компьютер, это датчик. Он стал показывать. Он прям везде показывает. Не дай бог один слив. Нам пришлось уволить. Около 5 водителей мы уволили только за сливы. Только за слив ГСМ уволили. Дальше, что касается чипирования. Это пошло с дворников. Ребята, вы знаете, к сожалению, вот смотрите, в день у меня выходит 750 дворников убирать город. 750 дворников должны убирать город. К сожалению, не все эти дворники добросовестно выполняют свои работы. Кто-то из этих дворников не работает, кого-то вообще не существует, кто-то мертвая душа, кто-то своих родителей оформил. Это я вам говорю сейчас все факты, которые у меня есть, которых я поймал, которых уволил, которых... И вот этот учет очень сложно вести, очень сложно. Решение проблемы предложили наши местные кыргызы-пацаны, которые отучились в Чехии. Они говорят, давайте сделаем часы. Вот эти часы 650 сом стоят, будет браслеты, каждому дворнику браслет. Дворник выходит на работу, у меня на экране, ну не у меня, вернее, у начальника отдела кадров, на экране будет видны, и у старших мастеров будет видно, какой дворник не вышел на работу, какой вышел. Кто поработал 4 часа, табель заполняется ему 4 часа. 7 часов, у них 7 часов рабочий день, 7 часов. Идеальная идея, согласитесь? Всех от бездельников можем избавиться. Через 2 месяца никто бы город не узнал. Если 750 по-настоящему человек бы находились бы 7 часов на участках и убирали бы. А не как для... Опять говорю, не всем дворники. Сейчас вот эта информация, вот эти вот 40 человек воспользуются и будут сказать, Алиев говорит, вы не убираете. Убираются, дворник убирает, чистят, но не все.